Салям алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Алевлаев. Сегодня в нашем выпуске. В Крым прибыли 15 представителей украинских диаспор. Гости полуострова возложили цветы к памятнику Шевченко и прочли стихи поэта. Прививки от гриппа уже получили почти половина крымчан. Депутат Госдумы Руслан Бальбек и председатель Госкомнадзора Заур Смирнов продолжают выстраивать прямой диалог с общественностью. На этот раз они посетили Ялту и Сибиис. Новый минарет для мечети и благоустроенная территория кладбища. В Крым прибыло 15 представителей украинской диаспоры Италии, Болгарии, Польши и других стран. Делегация украинцев посетила парк имени Шевченко в Симферополе. Гости полуострова возложили цветы к памятнику и прочли стихи поэта. Среди делегатов представители общественных объединений и бизнес-сообщества, деятели культуры. Они приняли участие в международном круглом столе на тему сотрудничества украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом. Подробнее в сюжете. В Симферопольской гимназии делегацию встречают рідною українською мовою. Дети представили гостям стихи и песни, а также рассказали о всех народностях полуострова. Украинские общественники из Европы намерены поделиться на родине мнением о развитии культуры как украинцев, так и всех народов Крыма. Приезжая каждый год в Крым, я стараюсь делать небольшие очерки, которые представляю уже, так скажем, людям в Европе и показываю, и приглашаю их неоднократно посетить наш солнечный край, чтобы они сами убедились, что здесь идет развитие на всех фронтах. С самого утра представители украинских диаспор за рубежом посетили памятник Тарасу Шевченко в крымской столице, возложили цветы и, конечно, прочли строки великого украинского поэта. Украинские общественники убеждены, мало того, что ни один культурно-исторический объект в Крыму не уничтожен, их количество только увеличивается. Ситуация выглядит вот именно так, что никто не уничтожает никаких памятников, связанных с украинской культурой. Наоборот, что эти памятники в очень хорошем состоянии, то есть тоже как бы один из мифов, который существует. Мы сегодня видим реальность. Думаю, что это вообще довольно важное мероприятие. Подобные форумы помогают объединиться. Дестабилизированная обстановка на Украине временно, а взаимоотношения между народами России и Украины вечные, говорят участники круглого стола. Председатель Госкомнадзора Заур Смирнов отмечает, подобные встречи играют большую роль в прорыве информационной блокады. Те делегации, которые уже посетили Крым, говорят о мире и согласии на полуострове. Важно услышать позицию представителей диаспор о том, что они не дают больше права выступать киевским властям от имени всего украинского народа. Украинский народ думает иначе, и мы услышали много предложений о сотрудничестве. В частности, представитель Херсонской области сегодня говорил о том, что они хотят радиовещания на территорию своих регионов, что они хотят телевизионный эфир, и будем об этом думать, будем находить технические возможности. Такие встречи уже проводились ранее. Организаторы планируют продолжить традицию и встречать представителей различных национальностей в цветущем Крыму. Энвер Аблезис, Иван Евдокимов, телеканал Миллет. Прививки от гриппа уже получили почти половина крымчан. Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Республики Крым Людмила Прокудина. Также обсуждали сезонную профилактику и статистику заболеваний. Подробнее об этих цифрах в нашем сюжете. В сезоне 2017-2018 в Крыму готовятся к новому опасному мичиганскому гриппу. В прошлом году был зафиксирован вирус AH3N2 Гонконг, однако проявление его протекало относительно благоприятно. Медики считают, этому поспособствовала как раз вакцинация. Было привито 30 тысяч человек, а вирус нового гриппа Мичиган вызывает тяжелые осложнения. Вирус, который вызывает более серьезные и тяжелые случаи заболевания, у него более чаще возникают тяжелые осложнения, и риск летальных случаев тоже достаточно высокий. Должна отметить, что вот в эту вакцину, которая у нас сейчас, вакцинальная кампания, обеспечена мы вакциной Совигрипп, как раз и входят штаммы этих вирусов. Это вирус H1N1 Мичиган, вирус Гонконг H3N2 грипп А и грипп Б, потому что циркуляция вирусов
гриппа А, Гонконг и Б, не исключается, он будет циркулировать. В осенне-зимний сезон заболеваемости медучреждения Крыма готовятся к лечению вирусных инфекций и их профилактической вакцинации. Сегодня от гриппа уже вакцинировано 45% жителей. Однако медики призывают активнее получать прививки и обезопасить себя. Обязательно важно вакцинироваться детям раннего возраста, школьникам, студентам, медработникам, госслужащим и людям старше 60 лет. Не все соглашаются на вакцину, боятся, как всегда, неизвестного. Но я вас должна убедить, что действительно вот статистика говорит, что на 30% заболеваемость снизилась. Это заболеваемость. Таким образом, у нас был всего один летальный случай. Стоит отметить, что как раз сейчас при резком изменении погоды повышается риск заболевания. А как же симферопольцы спасаются от вирусов? Обувь покупать теплую, одежду, лимоны кушать. Сидеть дома под теплым одеялом и не высовываться. Я ем лук, чеснок и яблоки. Закаляться надо. А что еще? Одеваться по погоде, не переодеваться, чтобы не было жарко, не потеть. Сегодня, как сообщают в Министерстве здравоохранения, случаев гриппа еще не зафиксировано. Алимия Кайбулаева, Арзы Хасьянова, Эрвин Эмиралиев, телеканал Миллет. Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с новоизбранными муниципальными властями Джанкойского, Кировского районов и Феодосии. Он поручил новым властям решить главные вопросы – обеспечить транспортом, электричеством, газом и культурно-досуговыми центрами. Главная для вас задача, мы вот с вами уже говорили, встречались, это быть доступными для граждан. То есть и понимание, то, чем живут люди в каждом конкретном населенном пункте, в каждом поселке. Нормальная организационная работа. И для того, чтобы укрепить вас, мы еще раз договорились, что руководители сетевых организаций отправимся к вам. Второе, то есть решение мной принято о запрете отключения кого бы то ни было от газа, от света, от воды без подписи профильного министра, только в случае возникновения аварийной ситуации. Глава администрации Кировского района Елена Янчукова пообещала главе Крыма взять под личный контроль все проблемы района и в кратчайшие сроки искать пути их решения. В первую очередь постараюсь все отдаленные населенные пункты, чтобы если там есть проблемы, которые сегодня важны к отопительному сезону, то что по газу, по водоснабжению, большую часть проблем я знаю. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек и представитель Госкомнадзора Заур Смирнов продолжают выстраивать прямой диалог с общественностью. На этот раз парламентарий с рабочим визитом посетил Ялту и Тимиис. Подробнее о визите Султания Истакаева. Медресе можно комплекс здесь сделать, очень хороший. Вот на этой территории местные жители просят построить соборную мечеть в Большой Ялте. Однако существует проблема уже в действующих мечетях. Необходима помощь в оформлении правоустанавливающих документов в двух культовых сооружениях. Это Нижняя мечеть в Большой Ялте и мечеть в поселке Васильевка. Кроме этого, нужно расширить территорию кладбища. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек отметил, что будет лично контролировать реконструкцию и благоустройство мечети и кладбища. Молитв, конечно же, будем помогать. Уже на понедельник я инициирую ряд совещаний с участием и МИЗО, и представителей местной власти, и Госкомрегистра, для того, чтобы разработать дорожную карту и действительно обеспечить возможность получения всех правоустанавливающих документов на два культовых сооружения. Жители Ялтинского региона больше всего волнует земельный вопрос. Просят о содействии в оформлении документов на земельный участок. Я очень надеюсь на то, что, хотя он и говорит, что вопрос быстро не решается и, возможно, будет еще на год продлен, но мне кажется, пусть он еще 2 года продлится, но что конкретно то, что они обещают, они сделают, и мы им верим, и мы ждем от них помощи. Председатель Госкомнадзора Заур Смирнов сообщил, сейчас идет активная работа в оформлении документов на землю. Всем очередникам будут предоставлены земельные участки. Вот такие выезды, с одной стороны, одухотворяют людей, видя прозрачность и открытость власти. И с другой стороны, нам, представителям власти, становится легче, когда видим, что есть доверие со стороны людей, и есть желание работать, есть желание осуществлять совместные проекты. То есть это все дает движение вперед. И отдельно, конечно, хочу сказать по полянам протеста, мы остаемся на прежних позициях. Все граждане, находящиеся в реестре, обязательно получат земельные участки. На встрече с представителями власти жители попросили построить дороги, детские площадки, спортзалы, провести газ и электроэнергию в местах компактного проживания крымских татар. Все озвученные проблемы взяты на контроль. В ближайшее время будут найдены пути их решения. Встречи с местными жителями пройдут во всех районах полуострова. Султания Истакаева, Асан Зивадинов, телеканал Миллет.
Журналист Филиппин Кевин Лапенья посоветует соотечественникам обязательно посетить Крым. Об этом он заявил в ходе своего визита на полуостров. Филиппинский журналист также посетил и телеканал «Милет». В своем интервью он признался, что ему очень понравилось в Крыму. По его словам, полуостров – это очень красивое место с прекрасными пейзажами, чистым воздухом, добрыми и дружелюбными людьми. А увидеть местное телевидение для него – это настоящая честь. Для меня это большое удовольствие посетить местный телеканал, потому что я сам из СМИ. Приехать и увидеть эту среду – это большая честь для меня. Посмотреть офис, студию, как все работают – это очень интересно. В своей жизни я видел множество телевизионных студий и могу с уверенностью сказать, это одна из самых лучших и красивейших. В Подмосковье загорелся торговый центр. В Киргизии попрощались с вице-премьером, а утром с землей разминулся небольшой астероид. Об этом и не только. Прямо сейчас в дайджесте коротких новостей расскажет Нариман Тарсинова. Накануне днем в Подмосковье загорелся торговый центр Ситника, расположенный неподалеку от московского центра Строгино. Общая площадь пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 3000 человек. Возгорание началось в складских помещениях, расположенных на подземных парковочных площадях рынка. Причины пожара в МЧС не назвали, но отметили, что они устанавливаются. Восстановление торгового центра нецелесообразно, отмечают эксперты. Объем ущерба сопоставим со стоимостью актива, которую можно оценить лишь в широком диапазоне – 50–100 миллионов долларов. В Киргизии в аварии погиб 38-летний вице-премьер правительства Тимир Джума Кадыров. Прощание с погибшим в автоаварии 38-летним вице-премьером прошло сегодня на центральной площади Бишкека с участием руководителей государства. Возглавлявший республиканский штаб по проведению выборов президента республики, намеченных на 15 октября, Джума Кадыров погиб в автоаварии в субботу неподалеку от Бишкека. Внедорожник, в котором находились водители, вице-премьер и его помощник, направлявшийся в служебную командировку в Таласскую область страны для проверки готовности региона к предстоящим выборам, столкнулся с груженным зерном автомобилем КАМАЗ. Все находившиеся во внедорожнике погибли на месте. Несколько часов назад с Землей разминулся астероид, похожий по своим размерам с метеоритом, который в 2013 году упал на Челябинск. Об этом сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза. Данный астероид был открыт обсерваторией Маунт-Лемон на прошлых выходных. По текущим оценкам ученых, его диаметр составляет от 27 до 67 метров, что примерно равно противоположным размерам астероида, взорвавшегося над Уралом зимой 2013 года. Сегодня в 7 часов утра по Москве он сблизился с Землей на максимальное расстояние, соответствующее 34 дистанциям между Луной и нашей планетой. Стали известны имена 5 первых номинантов на «Золотой мяч». На нее претендуют форвард ПСЖ Неймар, нападающий Ювентуса Пауло Дибала, полузащитник Челси Энголо Канте и 2 игрока Реала, полузащитник Лука Модрич и защитник Марсело. Полный список из 30 номинантов будет опубликован вечером 9 октября, сообщается в издании. Такими были новости России и мира. С остальными событиями вы можете ознакомиться в новостных лентах. Асан? Спасибо, Наримана. Мы продолжаем. Лауреат Нобелевской премии этого года приехал в Крым. Именно на полуострове норвежский активист узнавал о присуждении почетной награды. С участниками делегации из Норвегии познакомилась София Шукурова. Впервые в Крым прибыла делегация из Норвегии в составе 11 человек. Это депутаты региональных парламентов, общественные деятели и работники здравоохранения. В Крыму они пробудут до 12 октября. Норвежцы приехали в Крым, чтобы узнать о ситуации на полуострове наглядно. Своим СМИ они не верят. Глава делегации Хендрик Вебер говорит, здесь люди, которые не испугались санкций. На полуострове они встретились и пообщались с крымчанами. 89% людей говорят, что сейчас в Крыму жизнь стала лучше. И то, что это было их желание вернуться в родную гавань. По возвращению в Норвегию мы будем говорить об этом и писать статьи. Норвежский врач Монс Ли состоит в международной компании, которые выступают против ядерного оружия. Поездка в Крым для врача оказалась удачной. Когда делегация посетила детский лагерь Артек, ученого оповестили о получении Нобелевской премии мира. Это самая хорошая новость за всю мою жизнь. Я очень горд, что принадлежу к нации, которая состоит в комитете за
за борьбу с ядерным оружием и то, что нас наградили Нобелевской премией мира. Я надеюсь, что вместе мы сможем уничтожить ядерное оружие, которое является огромной угрозой для всего человечества. За 4 года российский Крым посетили 20 зарубежных делегаций. Американцы, немцы, китайцы, французы. Они приезжают на полуостров и прорывают информационную блокаду Евросоюза. Сегодняшняя делегация из Норвегии – это более 50% депутаты до районного, до городского уровня. Но это депутаты, которые контактируют с избирателями и которые завтра приедут и дадут полную информацию о Крыме объективную. К норвежским политикам присоединились 2 депутата из Германии. Вместе они посетят детскую больницу в Симферополе. Планируют ознакомиться с работой крымских медиков. Кроме того, участники делегации пообщаются с представителями национально-культурных автономий. София Шукурова, Эрвин Эмиралиев, телеканал Миллет. Новый минарет для мечети благоустроена территория кладбища. В Кировском районе прошел субботник. Местные жители помогали строителям проводить в порядок заброшенные когда-то места. Здесь совсем скоро прозвучит эзан. Строительство минарета планируют завершить в этом месяце. Сейчас уже заармирован первый уровень. Постепенно заливается бетон. Возведение долгожданного минарета в селе Журавки Кировского района начато усилиями местных жителей. Люди ждали этого события более 25 лет. Это стало возможно благодаря меценату Сирану Чаушу. Даст Аллах, построю минарет, возвысим его и мечтаю, что я поднимусь на него и призову всех мусульман села к молитве. В селе Новопокровка Кировского района, несмотря на дождливую погоду, местные жители провели совместный хашар, привели в порядок кладбище, подготовили его к строительству ограждения. Скоро сюда приедут трактора и прокопают фундамент для забора. Также местные жители планируют построить подсобку и навес. Ожидается, что за 2 недели строители закончат работы. Вот мы собрались здесь селом, здесь субботник сегодня устроили. То, что лишнее убрать, здесь немножко почистить для дальнейшей работы, чтобы для ограждения кладбища. Мы здесь закупили еврозабор и будем сейчас, в общем, ограждать мезарлых. Активная работа и строительство началось после того, как местные жители с этой проблемой обратились к депутату Государственной Думы Руслану Бальбеку. При содействии депутата были найдены спонсоры. Асан Абилаев, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Крымские караимы отпраздновали праздник Суккот. Это праздник урожая, или, как его еще называют, праздник Кущей. Празднуется после сбора урожая в конце сельскохозяйственного года, когда плоды земледельческого труда уже собраны, и пора поблагодарить Всевышнего, который дает земле плодородие, считают караимы. Как и в прошлом году, караимы собрались в Бахчисарайском районе в Мангуб-Калье, провели молебен и накрыли праздничный стол. Мы очередной раз собрались на этот религиозный праздник. Благодаря, конечно, Дому дружбы народов. Они нам помогли с транспортом. В этом году 2-й раз. Мы очень благодарны. Вот. И мы ни одного праздника религиозного не пропускаем. Сегодня у нас 4-й день этого праздника. Мы решили подняться в нашу святую крепость на Мангуб, где на развалинах так древних Кенеса, которая просто существовала почти около 1000 лет. Мы провели наш праздничный молебен на 4-й день нашего праздника. Поздравляю вас с праздником Кущи, 4-м днем, желаю счастья, мира, добра. В Крыму караимы – это малочисленный народ. Всего здесь их осталось 200 человек. Большинство из них проживает в Симферополе. 7-й ежегодный межрегиональный фестиваль крымско-татарской культуры «Ички Нахмеллеры» прошел в поселке Советское. Организатором мероприятия выступил отдел межнациональных отношений. В фестивале приняли участие дети и взрослые из 12 районов нашей республики. Все подробности далее в сюжете. Зажигательная музыка, национальные костюмы и танцы надолго зарядили позитивом и хорошим настроением зрителей и участников фестиваля. Каждый старался внести свою лепту в раскрытие многообразия крымско-татарской культуры. Ежегодный фестиваль «Ички Нахмеллеры» собрал более 100 талантов из Белогорского, Кировского, Красногвардейского, Первомайского, Сакского районов, городов Суда, Калушты, Феодосии и Старого Крыма. Сохранение и развитие крымско-татарской культуры, открытие новых талантов, укрепление дружеских связей и обмен опытом между творческими коллективами – главная цель организаторов фестиваля. Наша молодежь стремится к познанию народного искусства, народного фольклора.
Крымско-татарский народ бережно сохраняет свои традиции, свои обряды, свое искусство. Тем временем, пока жюри распределяли голоса, участники фестиваля, несмотря на завершение мероприятия, продолжали петь и танцевать, заражая зрителей хорошим настроением. В завершении все участники конкурсной программы были награждены грамотами, победители дипломами и памятными подарками. София Шукурова, Гульджан Мамбетова, Мухаммед Несторов, телеканал «Миллет». А это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абивлаев. Не переключайте телеканал «Миллет». До новых встреч в эфире.